Здравствуйте. Сегодня у нас очень запутанная, но интересная тема происхождения Баирку. Ну, предков кыргызского племени Барги. Да, здравствуйте. Тема действительно сложная. Баирку или Баегу, как их называли китайцы, они ведь были частью большого союза племен Теле. И главный вопрос. Тюрки они или все-таки монголы? Потому что часто слышишь, мол, монголы, которые как-то оказались среди тюрков в теле. Вот именно. Эта версия, что они монголы, она довольно популярна. Но если копнуть глубже, Давайте копнем. На что мы опираемся? Китайские источники, я так понимаю. в первую очередь, да, китайские анналы Суйшу, Таншу, ну и тюркские рунические надписи тоже кое-что говорят. Плюс работы историков, конечно. Хорошо. Так, а вот эта история про старых баргутов, которые там с Байкала аж до Маньчжурии кочевали, это к нашему вопросу относится? Ну, это уже значительно позже, это 17-18 века. Эпизод интересный, показывает их дальнейшую судьбу, миграции. Ну, вот к вопросу об изначальном происхождении тюрки или монголы прямого отношения не имеет. Ясно. Значит, это пока оставим. Вернемся к корням. Вот версия про монгольское происхождение. Откуда она? Ее активно поддерживал, например, историк Румянцев. Он цеплялся за титул вождя Баирку Иркин. Иркин. И что с ним не так? Румянцев посчитал его монгольским словом со значением «главный». Ссылался на архонскую надпись VIII века, где глава Баирку назван Великим Иркином. И логика была простая. Раз титул монгольский, значит и племя монгольское. Ну, как бы. Звучит, как зацепка. Но одна деталь — это ведь еще не все. Титулы же могли, заимствоваться. Совершенно верно. Во-первых, сам Румянцев, так сказать, не дал ссылок на источники, где бы Иркин был назван именно монгольским титулом правителя. В «Тайной истории монголов», это уже 1240 год, слово «Иркин» есть, да. Но оно там означает, скажем, главную дверь юрты или главную заслугу, не титул. То есть просто похожее слово в бытовом значении. Похожее слово, используемое в быту. А во-вторых, и это, пожалуй, важнее, когда Баирку впервые упоминаются, середина VI века. Да. А что у нас с монголами в VI веке? Ну как, этнос они еще не сложились. Были потомки жужений, разные монголоязычные группы, но единого монгольского народа, как мы его знаем, еще не было. Понятно. То есть аргумент с титулом, так сказать, подвисает. И даже по времени не сходится. Очень сильно подвисает. И в списках известных монголоязычных племен того времени никаких Баирку или похожего названия типа Пугум мы не находим. Хорошо, тогда что говорит за тюркскую версию? Какие тут есть доказательства? А вот тут доказательств гораздо больше. Смотрите, ключевые китайские хроники того периода Суйшу, Бэйши, Синтаншу, они почти все говорят одно. Байгун, то есть Байрку, Пугу и другие телесцы — это потомки Хунну. Хунну, ага. Да, и они относятся к Тудзюе, то есть к тюркам. И нравы, обычаи у них схожие. Это прям черным по белому написано в хрониках. Прямо так и пишут, относятся к тюркам. Именно. Иногда даже термины «теле» и «тудзюэ» используют почти как синонимы для некоторых групп, например, для уйгуров — хойху-вайху. Для китайских хроников их тюркская принадлежность была, видимо, очевидной. А язык? Про язык что-то известно? Это ведь, наверное, ключевой момент. Абсолютно. И та же Синьтаншу говорит, язык Баирку почти не отличался от языка Теле, а язык Теле был очень похож на язык Тудзюэ, тюрков. Тудзюэ — это же и есть китайская передача самоназвания тюрков, тюкю. То есть лингвистически они были тюрками. Вывод напрашивается сам собой. Получается, что так, язык — первый признак этноса, и тут он указывает на тюркские корни. Так, но вернемся к титулам. Если Иркин не монгольский, то чей он? И был ли только он у вождей Баирку? А вот титулы как раз отлично вписываются в тюркскую картину. И Иркин или Эркин, и другой титул вождей Теля Эльтебер — это известные тюркские титулы. Ага. То есть не один титул, а несколько. Да. И танские хроники снова помогают. Вот запись от 647 года. Ко двору Тан прибыли вожди Теля, включая правителей Пугу и Байгу, и они носили титулы Эльтебер.
Эльтебер. Да. А позже, уже в VIII веке, есть пример, как тюркскому князю последовательно дают титулы. Сначала Эркин, потом Эльтебер, потом Ябгу. Это же прямо ступени тюркской иерархии. Видно, как человек растет в тюркской системе. Получается, аргумент Румянцева с титулом Иркин работает ровно наоборот. Он как раз тюркский. Именно так. Он прекрасно известен в тюркской титулатуре. Так что версия о монгольском происхождении, основанная на этом титуле, ну, скажем так, не выдерживает критики при проверке источниками. Интересно. Значит, с происхождением более-менее ясно, скорее всего, тюрки. А что с названием? Почему сейчас мы говорим «барги» или «баргуты», а в источниках «байрку»? Как одно превратилось в другое? Это тоже важный вопрос. Изначально, в первом тысячелетии, они сами себя называли, видимо, байрку, так их фиксируют источники. Название Баргут появляется значительно позже, уже во времена Монгольской империи и после. То есть версия, что они всегда были баргутами, а тюрки их как-то переименовали, это ерунда. Это чистый домысел, да, нет никаких свидетельств насильственного смены имени. Скорее всего, этноним связан с местом их первоначального обитания, возможно, Баргузинской долины в Забайкалье. Корень «барг» оттуда. А что само слово «байрыку» значило? Есть какие-то версии? Есть интересная параллель в кыргызском языке. Байырка означает «былой», «стародавний», иногда даже «примитивный». Возможно, это было такое немного уничижительное прозвище от южных соседей. Мол, живут на окраине, в глуши, такие стародавние. Стародавние. Не очень лестно. Да. А потом, уже ближе к концу первого тысячелетия, ну и особенно во втором, регион Прибайкалья начинает, так сказать, монголизироваться. Языковая ситуация меняется. И язык байрыка тоже начал меняться. Под влиянием монгольских соседей, я помню, там была какая-то интересная деталь. Да. Самое удивительное — это значение монгольского слова «баргут». Оно означает «грубый, некультурный, неотесанный». Погодите. То есть значение совпадает с кыргызским байырку. Стародавний, примитивный, грубый, неотесанный. Смысл-то похожий. По сути, да. Семантика очень близкая. Получается, форма слова изменилась под влиянием монгольского языка, а вот это, возможно, изначально уничижительное значение, оно сохранилось. Как их называли примитивными, так и продолжили, только на другом языке. Потрясающе. Какая лингвистическая ирония судьбы. Значит, подводим итог. Если смотреть на ранние источники, китайские хроники, язык, титулы, все указывает на тюркские корни байрку. Да, это наиболее обоснованная версия на сегодня, основанная на комплексе данных. А баргутами они стали уже позже, в процессе монголизации региона. Их язык сменился, название трансформировалось, но смысл, как ни странно, остался похожим. И вот эти байырку-баргуты и есть предки современных кыргызских баргы. Именно так. История получилась сложная, многослоенная, но очень показательная с точки зрения этнических процессов в Центральной Азии. Да уж. И вот о чем это заставляет задуматься, как вообще такие истории, вот эти переплетения этносов, смены языков, названий, как у байырки и баргутов, как они влияют на наше сегодняшнее понимание, кто есть кто в этом регионе. Насколько вот эти современные идентичности, которые нам кажутся такими прочными, на самом деле результат таких вот сложных, многовековых и не всегда очевидных трансформаций. Есть над чем подумать. Безусловно, история этногенеза редко бывает прямой и простой линией. Это всегда сложный узел.